смотреть фильмы, да, и обязательно переводить. То есть, что мы делаем? Действительно, мы берем маркер, в тексте все выделяем, то есть прочитали, перевели, но чего не делают очень многие, не перечитывают этот текст уже с переведенными словами. Если вы действительно хотите изучать английский, нужно перечитывать уже и заглядывать в свой словарик и смотреть, что же эти слова означают. Не обязательно переводить прямо все-все-все подряд, только ключевые слова, которые именно затрудняют ваше понимание. Что потом делать с этими словами? Использовать вот такие карточки. Участникам нашего тренинга мы будем такие карточки выдавать, однако все остальные нигде их не возьмут, их потому что не продают, мы их заказываем специально. Смотрите, какая система. На одной стороне вы пишете английское слово, можете написать транскрипцию, ударный слог подчеркнуть, и на другой стороне перевод. То есть одна сторона – одно слово, и не нужно экономить. Если карточек нет, вы можете использовать вот такие маленькие блокнотики. И там тоже такая же работа. То есть, да, например, берем слово memory – память, подчеркиваем первый ударный слог. Далее перевод пишем на другой стороне. Для чего нам это нужно? Когда мы переводим с английского на русский, это у нас формируется пассивный вокабуляр. То есть слово увидели, узнали. А когда мы переводим наоборот с русского на английский, тогда формируется активный словарь, те слова, которыми вы сможете в дальнейшем пользоваться. Поэтому очень рекомендуем делать вот такие маленькие словарики. Например, по каждой книжечке может быть такой маленький словарик. И, пожалуйста, потом взяли на обеде, например, пролистали в одну сторону, в другую. То есть мы на наших курсах вас научим, с какой периодичностью это делать, как это делать, как правильно писать транскрипцию. И не только просто листать блокнотик, а нужно стараться составлять с ними какие-то предложения. То есть идете, не можете запомнить особенно какое-то слово, там memory, например, и делаете предложение, как здесь. Oh, I forgot, I've got poor memory. Да, я забыла, у меня же плохая память. Вот. И еще один такой интересный момент. Используйте скрытые резервы своей памяти. Это уже будет наш секрет, секрет нашего интенсивного тренинга, но сейчас я могу вам показать одну методику, которая, может быть, прольет какой-то свет на то, что мы будем использовать. Сейчас я вас попрошу каждого по очереди писать какие-то английские слова из тех, что мы сегодня прошли, например. Абсолютно любые, ну как любые, существительные какие-то, например. Любые, кто хочет, у кого есть какие-то идеи, пишите любые слова, их пусть будет 10 штук. Я вам покажу, как их можно запомнить. Так, нет уже у вас слов, или вы уже устали, уже ушли, может быть. Ага, бас, хорошо. Дальше. Не смотрю туда, один раз посмотрела. Кто еще что напишет? Угу. Хорошо. Ага. Угу. Хорошо. Addicted. Угу. Окей. Так. Сейчас, секундочку, пропустила после этого. Что было? Ну ладно, примерно. Даша, ты имела в виду it, вторая форма, да? Угу. Так, все, давайте стоп. Стоп, уже очень много. Угу. Так. Хорошо. Ага, это имела в виду Даша. Угу. Хорошо.
Ага. Сыры, можно я уже ваши слова не буду запоминать? Уже очень много. Окей, смотрите, я не смотрю туда, но вы можете чат пролистать, я вам скажу, какие это были слова. Bus, rat, mat, handsome, addicted, at, bakery, сейчас скажу, drugstore, опять было слово rat, так, doctor's office. Где-то вот на этом закончили, да, получилось 10 слов. То есть я посмотрела на эти слова один раз и запомнила. Вот, честно говоря, не могу в чат. Ага, давайте проверяем. Bus, rat, mad, handsome, addicted. Ага, пропустила единственное, что hope. Надеюсь, что после bakery я не забыла drugstore, должна была сказать drugstore, потом было rat, doctor's office. Вот. Вы похлопаете мне немножечко? Ну, одно слово, мне кажется, по-моему, я пропустила. Hope. Да, потому что это было образное существительное, и поэтому я пропустила его. Вот. Да, вот такие вот интересные скрытые резервы памяти мы научим вас использовать во время нашего интенсивного тренинга. Да, то есть запоминать не только по 10 слов, по 20 слов, и много-много всего остального. То есть один раз посмотреть на слова и запомнить. То есть благодаря этому в течение дня на нашем курсе мы будем проходить до 100 слов. То есть, да, плюс-минус, все зависит от того, какой уже словарный запас. Вот. Но в любом случае вы видите, что есть секретные технологии, как можно хорошо, активно запоминать